Начало специальной военной операции открыло еще один фронт – информационный. На нем также развернулась нешуточная борьба только за умы и сердца людей. Так в командировках журналистов появились поездки на крайний запад страны. К зоне боевых действий они отправились вместе и вслед за своими земляками, чтобы рассказать об их буднях. Во-первых, никто нам не предлагал. Это была полностью наша собственная инициатива, потому как уже к апрелю, к маю 22 года стало ясно, что обилие фейков, абсолютно неправдоподобной информации о ситуации на фронте, да, весь вот этот негатив прямо заполонил информационное пространство. Ну и по долгу журналиста, профессия у нас такая, да, то, что вот мы сами видим, сами и описываем, люди верят. Все-таки у нас есть, имя, там, вот за многие годы этой самой работы свой определенный круг читателей, и, естественно, эта самая информация, опубликованная в официальном СМИ, доверия гораздо больше. Информации вообще не было. Как там наши служат, вообще, как обстановка, да? Просто слухи приходили. Поэтому вообще я, как спортивный журналист, вообще привык быть в центре вообще событий, да? Освещать с места. Поэтому именно спорт же тоже там своего рода риск, да? Постоянно там могут быть драки, там, потасовки, вообще там. Можно на Кавказе вообще там напряженные соревнования бывают, да? Я привык быть там, освещать там кто победил. Первым вообще оперативно, я люблю работать именно достоверно, оперативно с места событий. Николай Бестинов, директор Республиканского радио, журналист сугубо гражданский, никогда не освещавший военные конфликты, однако время продиктовало свои условия. Вместе с ним вызвался и руководитель сахоязычного телевидения Олег Колесов. Если я останусь здесь, отправлю кого-то другого человека, да, а как я с ним буду разговаривать? А как его поддерживать, например? Например, что-то там случится, не дай бог, да, тогда как я отвечу семьям? Вот такая большая ответственность. Поэтому я, когда вот вопрос стоял, кто поедет в военкоры, я даже ни у кого не спросил. Я сам сказал, что я поеду, в первую очередь. Потом уже спросил у своих коллег, может кто-то желает. Действительно были желающие, и операторы были, и редакторы были. Потом мы отбирали и пошли учиться на военкоры. Как и бойцам, военкорам тоже предстояла подготовка, только своя, упрощенная. Обучение проходило на базе университета спецназа в Гудермесе. Там они приобрели необходимые в экстренных ситуациях знания и навыки. Нас, во-первых, обучали выживать. То есть ситуации разные бывают, и по этим разным ситуациям нас обучали. То есть помощь, если вот твой напарник получил ранение, первая помощь, как вытащить ее в серую зону, остановка крови обязательно, все остальное. То есть от нас профессиональных навыков не требовали. От нас требовали максимально выжить в таких условиях военных. И вот для нас это, конечно, большая школа была. Мы отрабатывали эвакуацию из машины при артобстреле. Мне почему-то это настолько в память запало, что теперь всегда, когда я заезжаю на новые территории, я стараюсь, не всегда получается, но я стараюсь сесть у двери, всегда я сижу у двери, и у меня всегда рука лежит на ручке. И в первое время, я даже когда в Якутск возвращался,
и ездил с кем-то в машине, я так краем глаза замечаю, что у меня рука лежит на ручке. В первую очередь их учили правильно вести себя в отличных от гражданской жизни условиях, когда на кону и твоя собственная жизнь, и жизнь товарищей. Повлияло это и на стиль подачи информации в материалах. Не навреди там выходит на первый план в военной журналистике. Там нужно отсматривать весь материал, прямо чтобы не придраться. Почему? Потому что из-за нашей работы могут быть прилеты, ну и другие там действия со стороны противника. За этим нужно очень сильно следить. Для Николая Бестинова работа на переднем крае всегда была возможностью показать, как живут и воюют наши земляки, добровольцы и мобилизованные. И от возможности побывать непосредственно на позициях воюющих подразделений журналист не отказывался. Угломер 56-19. В прошлом году мы были под Бахмутом. Там нам спросили солдаты, нас спросили, вообще сможете туда ехать? Вообще там очень опасно, передок, постоянные артобстрелы, дроны, мины. Мы вообще даже секунду не сомневались, вообще сразу сказали, если нас допустят туда, да, мы без колебаний туда пойдем. Главное, нам нужны реальные картинки и именно хотели взять интервью тех, кто на передке. Со временем, с изменением тактики ведения боевых действий рос риск для журналистов, отмечает специальный корреспондент ЕСИА Николай Борисов. Линия фронта в определенном смысле стерлась. Угроза с воздуха может прийти в любой момент. Там сейчас такая обстановка, опять же, связанная с беспилотными летательными аппаратами, что будь ты хоть на нуле, хоть где, скажем так, довольно-таки опасно в любом случае. Ну, то есть раньше было проще. Там, когда там по звуку там можно было определить, вот там выходы там 155-го, там как бы, ну, ты понимал обстановку. А когда летают дроны, там непонятно. Тут дурак только не боится. Конечно, страшно. Это же война, тут прилеты. Ты можешь в любой момент, тебя может ранить, убить. Вот я не представляю, как наши бойцы в таком состоянии все время воюют. Но они 2,5 года воюют. Там чувствуется колоссальная усталость, но мы идем вперед. Не хочется даже туда возвращаться. Очень было страшно. И вообще после этого, да, где-то неделю мне снились вообще страшные сны. Постоянно ночью просыпался от этих бомбардиров. Вообще мы даже не спали. С часа ночи до 4 утра вообще там непрерывно шли артобстрелы, град. Поэтому мы даже не успели снять это. Потому что нам сказали отключить все электронные приборы, телефоны, камеры, да. Мы вообще там лежали и думали, что все уже. Сейчас уже в нас попадет. Как правило, военкоры работают в парах из корреспондента и оператора. От их слаженности зависит не только качество материала и его содержательность, но и безопасность всех участников съемок. В острые моменты члены команды раскрываются друг перед другом по новой. Именно в такой обстановке я узнал, что у нас есть очень отважные коллеги. Вот Петр Шестаков, Илья Жараев вообще без раздумий идут вообще куда угодно, без колебаний, без сомнений. Петр Шестаков, к примеру, работает не только в составе республиканских групп. Совсем недавно в Курской области с коллегами из федеральных СМИ он чудом спасся от вражеского ФПВ-дрона. Илья Жараев – человек опытный, немолодой. Одним своим спокойствием вселяет уверенность в коллег. Человек с большой буквы, можно сказать. Ему, на самом-то деле, он не молодой и не средний возраст. Действительно, у него под 60, и человек как молодой. Он активный, энергичный, прежде всего. И Илья Николаевич тем, что спокойно с ним. Он жизненно опытный. Я себя чувствую, когда он рядом, тогда я уже как бы у себя дома. То есть как будто с папой.
например. Бывают такие моменты. Илья Николаевич еще, он сам по себе как человек, он такой спокойный, уверенный, уравновешенный, и поэтому и не паникует, и не геройствует, вот как молодые могут быть. Но не только боями на передовой живут якутские военкоры. Очень много внимания в своих репортажах они уделяют работе опорных пунктов. Силами своих сотрудников эта уникальная логистическая сеть позволяет каждому бойцу из республики в зоне СВО чувствовать на себе поддержку близких и земляков. Я сейчас прохожу обучение в Москве, да, со всеми руководителями СМИ со всех регионов. Я там тоже разговариваю с коллегами, и они говорят, таких больших опорных пунктов в зону СВО, оказывается, ни у кого нет. Обеспечение всем необходимым наших военнослужащих – дело всенародное. Вот посылки от родных, вот маскировочные сети и гуманитарка от волонтеров. И все это нужно максимально быстро доставить и при этом не попасть в передряги. Фронт рядом. Опорные пункты располагаются максимально близко к передовым частям, чтобы делать свою работу максимально оперативно. И надо поспевать за стремительно наступающими войсками. Все хвалят, потому что наши опорники и в Луганске, и в Донецкой Народной Республике, и третий опорный пункт открыли сейчас в Курской области, да? И они каждый день примерно по 20, по 15, по 10 посылок доставляют, именно адресных посылок. Каждый день, каждый божий день. Там они созваниваются с солдатами, или если нет связи, узнают через командиров, да, батальонов, где наши служат, да, и доставляют. Вообще, они тоже рискуют. У них тоже большой риск, они с 6 утра уже начинают развозить. Это такие отчаянные ребята, да, которые, они фанаты своего дела. То есть я работал с разными составами, разное время. Бывало так, что под дождем, там, под обстрелами доезжали до точки и делали свою работу. Это ребята прям героические, если честно. При фронтовой суматохе находится место и мирной жизни. В новые регионы военкоры едут в том числе, чтобы рассказать о шефской помощи нашей республике. Сначала Якутия восстанавливала инфраструктуру Кировского, сегодня – Докучаевска. Объем поддержки растет день ото дня. Людям здесь дают понять, что они с Россией навсегда. Люди 30 лет жили, очень плохо. У них 30 лет не было ничего. У них не было дорог, у них не было освещения в городе, у них не было... то есть на них прежнее правительство, да, правительство Украины, оно просто на них, скажем так, забило. Нет ничего. А сейчас они только привыкают к тому, что вечером можно выйти на улицу, потому что на улице есть освещение. Вот так. То есть воду можно, оказывается, пить из-под крана, потому что наши там проложили какую-то трубу, которая идет прямо из шахты, и артезианскую, грубо говоря, воду им подают. А до этого этого не было. И люди привыкают. То есть у них даже там в школах открывают IT-центры. Куб. Да, и дети такие, а что можно вот так вот легко выйти с компьютера в интернет, можно самому что-то делать. То есть они немножечко, то есть я всегда говорю, что когда ты приезжаешь в Кировск или в Докучаевск, ты перемещаешься не только в пространстве, но и во времени. То есть такое впечатление, что они застряли где-то очень далеко, и мы сейчас посредством шефской помощи мы их из этой временной ямы вытаскиваем. Постепенно облик недавно пострадавших населенных пунктов преображается. Все меньше заметны следы обстрелов. Звуки канонады растворились в тишине. Изменился сам ритм жизни людей. Сейчас мы приехали, ни одной работы артиллерии, ни одного града мы не услышали, потому что фронт значительно отодвинулся. И это заметно, кстати, по людям, потому что до этого выходишь на улицу и видишь, как люди все-таки они стараются идти поближе к дому, как-то по стеночкам. Да? Сейчас они спокойно уже гуляют по тротуару, по аллеям, уже не прижимаются к домам, уже не прячутся, они уже более-менее... Но все равно бывает, что
Прилетает там какой-нибудь залетный дрон. Такие они, якутские военкоры, которым мы в День российской печати посвящаем этот выпуск программы «Свои герои». Герои светской хроники в мирной жизни привыкают к бронежилетам, к тяготам, во имя того, чтобы каждый их земляк, который привык к их именам дома, увидев их же рядом с собой, подумал: а ведь правда, Якутия с нами. Журналистика — это на самом-то деле не шоу. Журналистика — это, в первую очередь, я думаю, это очень кропотливая, ответственная работа. Прежде всего, журналистика — это работа мужская, я думаю.